Дорогая церковь, я рад вас приветствовать этим чудесным воскресным утром. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Те, кто находится внизу, хотя у нас дверь появилась, наверное, меня там не слышно. Там никого уже нет, там еще по кабинетам сидят. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы благословим сегодняшний день, сегодняшнее собрание, помолимся и будем прославлять Господа. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, за этот день чудесный, Господи. Спасибо, что мы могли прийти сюда своими ногами. Спасибо Тебе за мирное небо над нашим городом. Господи, мы пришли сюда, чтобы искать лица Твоего. И мы просим Тебя, Господь, благослови нас. Почти нас своим присутствием, Господи. Пусть никто не уйдет равнодушным, но каждый получит то, в чем он нуждается, Господь. Мы приходим с открытыми сердцами, и мы ожидаем от Тебя, Господь, что Ты будешь двигаться, как Ты хочешь. Ты будешь совершать то действие, которое Ты хочешь, Господи. В нашей жизни, в нашей церкви. Мы отдаем это собрание в Твои руки. И провозглашаем, что воля Твоя, она будет совершаться здесь и сегодня, как и всегда, Господь. И призываем Тебя, Господи, говори к нам, веди нас. И, Господи, прими всю славу и хвалу, ибо Ты достоин. И мы будем славить Тебя, мы будем совершать богослужение, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал: Аминь. И давайте мы Господа прославим. We
Господи. Давайте мы Господу аплодисменты. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Давайте мы сразу помолимся, как у нас заведено, мы помолимся за наши нужды, которые у нас есть. И я не встречал таких людей, которым ничего не нужно было вообще. И поэтому только ты знаешь свою нужду. Может быть, какая-то сокровенная есть. Не обязательно что-то писать и приносить сюда, хотя мы это делаем. Когда мы сейчас будем молиться, я буду говорить что-то, да, вести молитву вслух с пониманием. Но если у тебя есть какие-то желания, у тебя есть свои нужды, приноси их перед Богом. Проговаривай это перед Ним. И мы согласимся все вместе, всей церковью, будем молиться за каждую нужду. Но ты ее также озвучивай перед Ним. Аминь. У нас вера — это личные взаимоотношения с Богом. Это между тобой и им. Никто не может быть посредником. Никто не может стать, ничто не заменит твоих личных отношений с Богом. И Он жаждет говорить с тобой. Поэтому говори с Ним. Говори с Ним сейчас. Аллилуйя, Господи! Отец, мы возвышаем свои голоса и поднимаем руки перед Тобой. И мы просим Тебя, Господи, восполни всякую нужду, которая есть в нашей церкви, у каждого человека, Господи. Господь, прежде всего мы просим Тебя за тех, у кого есть какие-то немощи, недуги, болезни. Господи, мы верим, что Иисус Христос, Твой Сын, Он умер за нас. И Он омыл наши грехи, и Он омыл наши болезни. Мы получили исцеление через Него. И мы просим Тебя, Господи, пусть это исцеление, оно будет реальностью, оно будет явью. Господи, исцели каждого болящего во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я это провозглашаю. Божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Пусть будет в каждом. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя о Твоем благословении для людей, которые принимают решения. Для кого-то судьбоносные решения, для кого-то повседневные. Господи, ну пусть во всем будет воля Твоя и Твое водительство. Господи, мы не хотим быть своевольными, но хотим быть в Твоей воле. И мы провозглашаем волю Твою в нашу жизнь. В жизнь наших семей, наших детей и нашей церкви, Господи. Пусть Твоя воля, она будет во всем. Господи, есть люди, которые задаются вопросом, переехать ли мне куда-то. Благослови их, Господи. Сомнения это не от Тебя. Я прошу от Тебя ясности для каждого, в каждую ситуацию, Господь. Пусть человек, он получит ответ, примет решение и немало не сомневается, Господь. Просто благослови тех, кто думает куда-то переехать, поменять место жительства, Господи. Тот, кто думает, что поменять ли мне работу, Господи, дай мудрости также в этом. Есть такие люди, Господь. Не будет никаких сомнений, я прошу Тебя. Все устроить, все отдаем в руки Твои. Господи, мы просим Тебя также за церкви в нашем городе, в нашей республике, по всему Дальнему Востоку и также во всей России. Господь, Ты сказал, одна церковь, один Дух, один Бог для нас. Пусть это будет реальностью. Господь, благослови пасторов, благослови церковь Нельмы. Господи, пусть будет мир нам. Пусть будет помазание и благословение Твое во имя Иисуса. Благослови церковь в нашем городе. Благослови нашего епископа, чтобы у него была мудрость, как управлять нашим союзом во имя Иисуса. И, Господи, мы просим Тебя за руководство нашего города, нашей республики, нашей страны. Господь, пусть у них будет мудрость от Тебя. Пусть будет видение, пусть эти люди, они будут помазаны Тобой. Господь, во имя Иисуса. Пусть все, что они делают, это улучшает жизнь людей. Господи, мы просим Тебя также за нашу церковь. Мы продолжаем строительство, продолжаем ремонт. И мы просим у Тебя за водительство, Господи, во всем. Где нам что покупать, материалы, с кем договариваться с работниками. Просим у Тебя помазания Твоего, Твоего благословения, Господь. Чтобы нам все сделать правильно, чтобы потом не переделывать, Господи. Благослови нас на это. Благослови, чтобы деньги на все были, чтобы мы могли покрыть все наши расходы, и чтобы уже закончить все грязные работы
этим летом. Этим 8 уже более-менее, чтобы у нас не было ничего других работ. Все отдаем в руки Твои, Господи. Велись Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Хорошо, давайте мы еще поблагодарим наше прославление. Как-то круто. Давайте мы еще раз тогда Богу аплодисменты дадим, потому что прославление было слышно. Он нас стоит больше. Я нисколько не умоляю прославление. У нас, кстати, вы обратили внимание, у нас дебют сегодня. Новый музыкант у нас. Широко известен в музыкальной тусовке города Якутска. Но, к сожалению, как-то вот уехал в Неринды. Теперь церковь благословлена там. Но пока он у нас здесь, вот мы его будем использовать по максимуму. Да? Слава Богу за всех вообще, кто был. Хорошо, и можно попросить, детки, выходите сюда, у нас есть кто-то? Я вот Соню вижу. Вот еще кто-то есть. Давайте мы благословим тех, кто у нас есть здесь. Дети, подростки. Да, можно позвать кого-то снизу. Вы знаете, у нас добрая традиция, мы благословляем детей на каждом собрании. Видимо, лето уже достало. Если вот лучше, но у нас этот день, я не помню, чтобы так мало было. Все в лагерях, слава Богу, что есть возможность куда-то поехать. Хорошо. Еще шаги. Давайте мы помолимся за всех, кто здесь присутствует, также за всех, кого по каким-то причинам нет. Дети, подростки. Аллилуйя, Господь. Отец, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, за всех, кто здесь находится, а также за всех, кто по каким причинам отсутствует, Господи. Отец, мы просим Тебя, пусть Твоя рука, она будет над ними, просто уберегай их от зла во все дни их жизни, Господи. Благослови их, Господь, благослови, как мы их сейчас благословляем. Я прошу Тебя, Господи. Прежде всего, Господи, благослови их крепким здоровьем во имя Иисуса Христа. Я приглашаю, что всякая болезнь, она обойдет их стороной. В это лето, Господи, благослови их во имя Иисуса, Господь. Аллилуйя. Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя, благослови всех во имя Иисуса Христа. Благослови его, во имя Иисуса Христа. Приглашаю божественное здоровье. Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя, что каждый из них, пусть он вырастет, и он будет лучше в какой-то сфере. Я просто провозглашаю, Господи, благослови, чтобы каждый из них смог выбрать профессию, которую Ты уже для них предназначил. Господь, Ты дал им какие-то дары, я прошу Тебя, Господи, пусть они их развивают. Кто учится, Господь, кто только собирается пойти в школу, Господи, усмотри все в их карьере, начиная со школьной скамьи, Господи, тех людей, под которыми им предстоит учиться, под началом которых, Господи. Усмотри для каждого школу правильную, Господь, окружение, которое будет оказывать положительное влияние на каждого из них, Господи. Я просто провозглашаю. Я провозглашаю мир и радость в их жизни. И все, что они не делают, Господи, пусть делают по славу. Есть Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да, вы можете присаживаться. У нас есть немаловажная часть служения, да, это десятины и пожертвования. И у нас в группе есть реквизиты. Да. Можно попросить вот эти вот выдавки, да, отправить их и отправить их по рядам. И вы знаете, мы не так часто учим об этом.
Но я надеюсь, что все вы знаете, зачем и почему мы это делаем. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. И наш ремонт тут немножко в таком неспешном темпе начал продолжаться, да, у нас как бы электрики, с которыми мы уже работали. Люди занятые, как пока сделали только 2 комнаты, но я надеюсь, что на следующей неделе мы начнем вот эту штукатурку, мы начнем заливать пол. Хорошо бы вообще и закончить, если честно. У нас опять же держат электрики. Вот, поэтому вспоминайте в молитвах наш ремонт в том числе. Хорошо? Да, ну, в электронном виде также, вы знаете. Прежде чем мы перейдем, я хотел бы сделать пару объявлений. У нас приближается наш молодежный выезд. Я еще не совсем скоро, но уже через неделю. Да, в следующее воскресенье мы еще здесь. И потом в понедельник у нас будет выезд вот этот. И ролик мы сегодня показывать не будем. Но, что я хотел сказать? Что, вы знаете, мы приняли решение сделать этот выезд бесплатный практически, да, то есть 1000 рублей на питание, которое все равно, понятно, питание не покроет. Вот. И мы целенаправленно делаем отдельное пожертвование на вот этот молодежный выезд. Можно вот телефон вывести, если вы можете. Если Господь положил вам на сердце, вот это вот номер телефона человека, который целенаправленно будет закупать там. Что? Я не слышу. А пару слов? Да, конечно, можно. И поэтому я ободряю вас. Да, вот можно сюда или сейчас так же. Ходи. Всем доброе утро, дорогая церковь. Приближается наш молодежный выезд, да, осталось всего неделю, у меня уже такое волнение приятное. На самом деле это первый опыт, да, для меня лично, например, я знаю, что церковь уже выезжала, но для меня лично это первый опыт. И на самом деле это очень здорово, волнительно, и мне так радостно за ребят, вот реально, мы только год назад начали собираться вообще молодежи, и я вижу, как сейчас они общаются, дружат, да, вот вчера мы тоже с ними общались, это было классное время. И на самом деле я верю, что мы таким образом строим Царство Божие, да, через это, потому что, ну, реально, будущее церкви за молодежью, да, и нам нужно в это вкладываться, нам нужно что-то делать. И уже вот в следующее воскресенье, вернее, в субботу, приедет Сергей Васильевич. Я лично не знакома, но это человек, который был директором лагеря молодежного в Благовещенске 20 лет. Вот, я очень жду, я думаю, что это для нас колоссальный опыт, да, но представляете, вот такие люди едут, они едут за свой счет все. Это, ну, реально служители, которые хотят служить. Ребята едут с Нерюнгри, то есть молодежный пастор Саша Прошилгин приедет, Ирина, которая все называют Мама Ира, дети. Ну, представьте, они проводили лагерь. Мы проводим небольшой, получается, выезд на 4 дня, мы даже лагерем это не называем, это молодежный выезд называется. Там будет чуть больше 30 ребят, а они проводили лагеря на 700 человек. Представляете, да, какой у них опыт, поэтому это классное время, я думаю, будет спорт-инструктор, тоже приедет оттуда. И Марк вот приехал, да, кстати, классно, я прям очень рада, я думаю, что прославление будет прям классное. И пастор Максим Годников приедет, это тоже такое благословение для наших детей, да, вот пообщаться с такими людьми, да, что за них, конечно, будем молиться, пророчествовать и вообще вот общаться, проводить время. И, конечно, опять же, я вот ухожу, в прошлый раз я благодарю всех, кто пожертвовал, собрали 14 тысяч, это очень классно, на самом деле, да, но это не вся сумма еще покрыта, поэтому все равно, у кого есть на сердце вообще жертвовать, то вот карта моего мужа, он уже оплатил большую часть вообще расходов, поэтому можете доверять, да, и даже если будут еще расходы, я знаю, что он покроет и эти расходы, хотя я не могу сказать, что у нас там есть лишние деньги. На самом деле, вот то, что говорил пастор про даяние, да, я сама поняла, насколько это важно, не так давно, да, буквально вот в 2019 году, когда пандемия началась.
в 20-м, да, 2 года назад, получается, я тоже ходила в церковь много лет. И знаете, как у меня десятина была, вот, ведерко вот это проходит, там что мелочь какая-то есть в кармане. Ну вообще вот что-то есть, и как бы ложишь, да. То есть это не было вот конкретно прям десятина. Что такое десятина? 10-я часть дохода, да. То есть все, что приходит, это 10-я часть. И когда мы начали, мы в церкви здесь проходили такой курс, называется «Библейский принцип управления финансами». Кстати, поднимите руку, кто бы хотел пройти этот курс, потому что я думаю, что осенью надо его повторить. Это очень классный курс. Поднимите руки, чтобы понять, было вообще что. Библейский принцип управления финансами. Это очень классный курс, да. И я помню, что первый урок был как раз про то, что Господь, Он наш Господин. И все, что у нас принадлежит, включая нашу жизнь, наших детей, наши финансы, оно все принадлежит Богу, да? И вот это понимание, оно очень многое дало. И знаете, произошло такое чудо. Я начала десятину давать не по остаточному принципу, да, а конкретно как бы распределяя свои доходы. Я начала, во-первых, распределять свои доходы вообще. Это очень классный вообще инструмент управления своими финансами, вообще распределять доходы. Не так вот жить, ну там вот сколько-то получили зарплату, да, и не считаете туда что. То есть четко должно быть распределено, сколько-то на жизнь, сколько должно быть отложено, сколько вы тратите на десятину. И я стала отделять вот эту десятину сразу. То есть у меня приходит этот доход, я понимаю, я считаю, сразу отделяю десятину, отдаю. И происходит такое чудо, сразу же в этот же месяц, представляете, да? Мне пишет мой арендодатель, у которого я снимаю, у меня магазин, большой детский магазин, да? Мне пишет арендодатель, который пишет мне, что, ну вот пандемия, там все дела, типа, давайте мы в этом месяце не будем брать с вас аренду. На минуточку, 500 000 в месяц я плачу аренду, 500 000. Вы представляете? Есть предприниматели здесь в зале, кто снимает помещение, вы понимаете, что это чудо? 20 лет я на аренде сижу, но никто не будет просто так дарить 500 000. Я этого человека даже не знаю, он живет где-то в Санкт-Петербурге, да? Он живет в Санкт-Петербурге, и как бы вот такое происходит. Потом он мне пишет, причем нас не закрывали в пандемии, у нас товары первой необходимости, нас не закрывали, да? Я его не просила ни о чем, у меня скидки даже. Он просто мне пишет, мы вот просто не берем за вас аренду. Это вот в феврале мы проходили курс, я начала давать десятину, в марте просто мне 500 000 вот так подарок. Представляете? В апреле, он мне пишет, да, в марте вы не будете платить март 500 000, апрель вы заплатите вместо 500-300, май вы заплатите вместо 500-400, и до конца года будете платить 400. 100 000 каждый месяц экономим. И до сих пор я плачу 400 000. Представляете? Это, представьте, вот на первом этаже, я снимаю на первом этаже за 1800, на втором этаже мы снимаем склад еще маленький за 2500. Вы понимаете, что первый этаж он стоит 3, а я снимаю за 1800. И слава Богу, потому что Господь, Он управляет нашими финансами, понимаете, да? Мы управляем, Он управляет нашими финансами, и Он смотрит на то, как вот наше сердце и все такое, насколько мы Ему доверяем, да? Поэтому я вот здесь прям такой урок получила. И действительно, курс очень классный, поэтому тоже рекомендую. Вот. Вернемся к нашему выезду, поэтому у кого есть желание, там есть еще, конечно, что покрывать, как сказал пастор, 1000 рублей. Это, конечно, не покроет расходов за 4 дня питания, потому что там у них 5-разовое питание. Вот, будет классно. Я хочу еще поблагодарить наших служителей, те, которые поедут. Валентина, Таня, Лена. Ну, вообще, вот все, кто откликнулся, кто поедет служить ребятам. Это тоже классное время. Я думаю, что потом нам будет чем поделиться. И следующее воскресенье Сергей Васильевич, 2 Ирины, Саша Прошилыкин со своей женой и сестрой. Они все будут уже здесь в церкви. Поэтому приходите, я думаю, что что-то будет тоже делиться, наверное, да, возможно. Вот, поэтому нас ждет классное время. Спасибо. И вот это вот ведро, если можно его тоже как это вот на молодежь синего цвета, если вы хотите дать наличными, либо в электронном виде вот сюда, на этот телефон. Что еще? Как уже Марина сказала, в следующее воскресенье у нас будут уже гости, которые приедут на молодежку. Это будет в том числе пастор Максим из города Неринги. Все вы его знаете, наверное, не нуждается в представлении. Давно он у нас уже не был.
в связи с тем, что он как бы в дневное время теперь еще и работает. Но не суть. Вот он приедет, поэтому добро пожаловать. Я думаю, наверное, он будет делиться словом. Также будут другие гости, кто еще поделится. Поэтому добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов. Еще буквально пару объявлений. Как вы заметили, да, у нас мы убрали практически все с первого этажа. И это вообще будет мешаться. Но я надеюсь, мы будем заливать пол. Заливать пол, это значит, по нему нельзя ходить, это значит много-много цемента и так далее. К чему это? Что следующее воскресенье мы отменим вот чаепитие, которое у нас есть, обычно после, даже сейчас, как бы, у нас будет просто шведский стол, не будет традиционно, да, как мы садимся. То есть на какое-то время, пока у нас идут ремонтные работы, мы повременим с этим. Просто ради удобства, чтобы люди просто таскать все туда-сюда и все в пылище, как бы, да. Вот, поэтому в следующее воскресенье, наверное, не будет, хотя у нас будет так много гостей, не знаю, может, мы еще и передумаем. Может быть, мы все-таки посидим вместе, вот. Что еще? Что у нас еще? Я никого не забыл, ничего не забыл, что-то забыл. Нам нужен человек, который бы все отвечал. Но давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну, она сегодня на слово поделится. Я думаю, на все. Добрый день, Миграционная церковь. Я хочу вам сегодня предложить очень интересную тему. На первый взгляд она легкая, но на самом деле о ней очень многие притыкаются. И долгое время я сама ее не понимала. А тема такая – исповедание в Новом Завете. Что это? Как оно совершается? Перед кем совершается, в каких случаях. И также краткое отличие от покаяния коснемся, так как некоторые эти два понятия путают и считают, что это одно и то же. Как обычно, уже по традиции, вы знаете, мы не можем пройти мимо греческого. Да? Поэтому давайте буквально два слова. Исповедовать – это греческое слово «экзомологию». Не важно, как оно звучит, важно, что оно означает. А означает оно вот что. Сознаваться, признавать полностью. Исповедание чего-либо осознанно. То есть исповедуемый осознанно признает свои грехи, откровенно о них сообщает, говорит о грехе в соответствии со Словом Божьим. И делает это или в частном порядке, или публично. То есть исповедь – это не простой пересказ сути произошедшего. Но человек, исповедуя свой грех, обязательно раскаивается в том, что он содеял, ясно осознавая всю тяжесть греха и ту боль, которую он причинил Иисусу своим поступком. Такой человек сокрушается, он может даже плакать, он хочет желает распять свою плоть. Другими словами, исповедание – это составная часть покаяния. В чем же тогда смысл исповедания? Это признаться, что согрешил, то есть назвать грех своим именем, отречься от греха и сделать это сокрушенным сердцем. Исповедание тем оно и ценно, что происходит в покаянии. А так любой человек может вам рассказать все, что угодно из своей жизни. Греческое слово «покаяние» вы уже все изучили. Это метаноия, и оно означает перемена мышления, это разворот на 180 градусов. И если смотреть в целом, то покаяние – это процесс длиною в жизни. Тогда как исповедание – это разовые, но регулярные поступки в нашей жизни.
согрешил, осознал свой грех, осознал, что нарушил Божий закон, раскаялся, исповедал грех, получил божественное прощение. Исповедание оно как раз и является необходимым условием для получения прощения. Какие грехи мы должны исповедовать перед кем? Нужно помнить, что именно мы исповедуем только Богу, а что и Богу, и человеку, перед которым согрешили, что исповедуем служителю церкви, а что перед всей церковью, если преступление носит какой-то общественный характер. В наше время некоторые утверждают, что исповедовать грехи и просить прощения не нужно вообще. Я думаю, что и в этом зале есть такие. Но давайте послушаем. Так как Господь, так как Господь все знает, они так считают, что Господь все знает, от Него ничего не сокрыто, и Он уже все простил. На Голгофском кресте простил всех людей, простил все грехи, которые они совершили в прошлом, настоящем, совершают и в будущем совершают. Поэтому этого делать не надо. Что можно сказать как контраргумент? Никто не оспаривает факт, что спасение после Голгофы стало доступно всем. Всем. Ведь на кресте Иисус действительно всех, от слова «всех», простил. Но глупо утверждать, что спасение по этой причине получат все, без исключения людей на земле, и что ада по этой причине не существует. Давайте разберемся в этом. В момент покаяния, принятия Иисуса Христа как Господа и Спасителя, человеку прощаются все его грехи. Прошлое, настоящее и будущее. И отменяется наказание за грех. А какое наказание за грех? Кто мне скажет? Правильно, Римлянам 6:23 звучит: «Ибо возмездие за грех – смерть». В момент истинного покаяния человек рождается свыше и получает взамен этого жизнь вечную. Тогда о таком прощении грехов мы должны просить у Господа в течение всей своей христианской жизни. Закономерный вопрос? Закономерный. А мы, дорогие, должны это делать. И об этом ясно написано в Святом Писании. Даже в рекомендуемой Иисусом ежедневной молитве, скажем так, «Отче наш», какие мы слова читаем? «Прости нам долги наши». То есть мы просим за что-то прощения, да? Давайте зачитаем основное место Писания по предложенной теме, а именно 1 Иоанна 1:9. Я думаю, что все вы его знаете наизусть, но мы прочитаем его сегодня несколько раз, чтобы запомнили те, кто не знает. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Начнем только обычно с азов, да, чтобы было понимание, что такое грех. Апостол Иаков, например, говорит в Иакова 4:17: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А Иоанн описывает грех как всякую неправду и как беззаконие. Православие считает, что грех – это болезнь. В протестантизме, что грех – это нарушение Божьих заповедей. Именно Божья праведность была и остается абсолютной нормой, которую Бог установил в сотворенном им же мире и открыл нам в своем законе. Отклонения от заповедей Божьих были и остаются грехом, дорогие. И греческое слово «грех» какое, скажите? Хамаркия, совершенно верно. Хамаркия. Основное значение какого-то, что-нибудь промахнуться мимо цели. То есть, когда человек грешит, он промахивается, не попадает в Божью цель. Не важно, что человек грешит из добрых побуждений. Если это в Библии названо грехом, значит это грех. Надо не оправдываться, а называть просто грех грехом. Ну вот, например, гомосексуализм – это грех? Вы скажете: да, грех, правильно говорите. Но знаете, не все так скажут. Многие скажут, что нет, это не грех, идет широкая пропаганда свободы любви сейчас, и в некоторых церквях это беззаконие уже проникло в стены.
личной жизни приведу. Почти 2 года я в том числе и родственники мои скрывали от моей мамы то, что мой старший сын погиб в автокатастрофе. 2 года мы врали, придумывали все оговорки. Оправдывала я свою ложь тем, что у мамы было такое депрессивное состояние очень часто. И мы боялись, что когда мы скажем ей эту весть печальную, она просто не выйдет со своей депрессии. И поэтому мне приходилось взять еще эту дозу ответственности, как я считала, просто беречь маму и говорить правду. Но однажды перед отъездом, опять-таки с отпуска, я пошла и слезно начала просить Господа, ну как быть в этой ситуации? Я опять уеду и опять на год вранья. И вы знаете, Бог так четко проговорил. Он сказал, что любая ложь, любая, это грех. И пока я грешу, дьявол будет держать меня как на веревочке. Вот я просто у него его рука. Грех — это мощнейший враг дьявола, это всегда игра с огнем. Тогда, знаете, я пошла и сказала маме все. И мне сразу настолько стало легче, просто груз вот этой ответственности, тяжести, вот этого греха, лжи, он свалился с моих плеч. Именно грех, драгоценный, это причина проклятия, причина страданий и слез. И он сталкивает человека с пути жизни на путь смерти. Грех отделяет нас от общения с Господом, от общения друг с другом, с братьями и сестрами. И как следствие, что происходит? Замедляется духовный рост человека, и он даже может остановиться в этом росте. А опасность неисповедного греха еще и в том выражается, что он имеет такую способность, как снежный ком. Вот если снежный ком с горки пустить, что он будет? Расти, да? Он прямо на глазах собирает подобный себе снежок и увеличивается. Вот так же точно и грех. Он прогрессирует. И к нему легко присоединяются другие грехи. Сегодня только лгал, а завтра уже уворовал, а послезавтра еще что-то сделал, и пошло. Поэтому так важно, как можно поскорее избавиться от греха. Грех не имеет срока давности. Это судебное наказание за совершенное преступление и за истечение какого-то определенного срока, 2 года, 3 года. Оно может быть отменено. Но грех нет. Если думаете, ну это же я согрешила, как только пришла к Господу, ну это уже прошло 15 лет. Не-не-не. Есть только одно единственное действенное средство, которое могут освободить от греха и его последствий. Какое? Кровь Иисуса Христа. Оно будет действовать только тогда, если человек осознает вину во всех своих дурных и мыслях, и словах, и поступках, раскаивается пред Господом, то есть выносит грех куда? Во свет, да? Во свет, правильно. В этом случае кровь Христа смоет грех и возобновится общение с Господом. Вроде, вы знаете, драгоценно, не так это все сложно, но люди нередко, не только я думаю, и другие здесь такие есть, защищают свой любимый грех. И делают это мастерски, как адвокат в суде. Ну, так мы делаем. Почему любимый? Да потому что, если человеку действительно противно грешить, то он это не будет делать, его не заставишь это делать. Человек блудит, чтобы получить удовольствие. А что это называет, как называют этот грех? Любовная связь или гражданский брак. Гражданский брак, все законно. Человек пьет алкоголь, употребляет там наркотики или курит. С какой целью? Чтобы поймать кайф, уйти от реальности. Но называется по-другому же. Ворует, чтобы обогатиться и опять-таки ублажить себя. Она может сказать, ну, знаете, случайный заработок, чтобы мне вот улучшить мое состояние. Вот так вот. Лжет, чтобы выглядеть хорошо в глазах других. Или какую-то выгоду получить. И поэтому люди не спешат исповедоваться и каяться. В среднем неверующий человек грешит, знаете, сколько раз в день? Ну так, ну прикиньте. Не-не-не. Ну, так как считают некоторые, посчитывали, значит, 100-150 раз. Сколько верующий человек грешит? Знаете, тут сложнее ответить, потому что все зависит от зрелости верующего и от того, насколько он стремится жить этой жизнью.
Но согрешают, я вам хочу сказать, все, опять это слово, все без исключения. Достигнуть безгрешного совершенства невозможно до тех пор, пока мы с вами на земле и пока мы с вами в этих непрославленных телах. Итак, давайте откроем местописание. 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И сразу же 10 стих прочитаем здесь же. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога лживым, и Слова Его нет в нас. Это послание Иакова, как считают все, и я в том числе, адресовано верующим людям. Не будем в это углубляться, но это верующим. Выходит, что все люди должны исповедовать свои грехи и раскаиваться в соделанном. Отрицать греховность своих поступков значит погружаться куда? Во тьму. То есть отойти от Бога, то есть свет. Из великой любви к нам, драгоценные, Небесный Отец уготовил нам такую возможность исповедовать грехи, получать прощение у престола благодати и милости в любое время дня и ночи. Это благодать. А все благодаря тому, что великая цена уже уплачена Христом, и Его драгоценная кровь уже пролита. Главное же, для чего мы должны исповедовать грех, это чтобы получить прощение. Но какое? Давайте разберемся. По мнению некоторых признанных, я скажу, комментаторов Библии, место Писания, которое мы зачитали, 1 Иоанна 1:9, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам, да? Грехи наши и очистит от всякой неправды, повторяю, чтобы запомнилось. Говорит не о судебном прощении, о чем мы только что говорили, да? То есть не об аннулировании наказания за грех, который ведет к смерти. То наказание за грех Господь уже понес на кресте. Здесь прощение таким образом не связано с даром вечной жизни. Дар вечной жизни человек получает по вере в Иисуса Христа и по благодати Божьей. Прощение, о котором говорится в Иоанна, в 9 стихе, можно сравнить с прощением, получаемым в семье, с отцовским прощением. Что это значит? Так как меня просят приводить больше примеров, я придумала вот такие примеры. Практически. Давайте возьмем 3 человека. Представим, что все 3 согрешили. И у всех земная жизнь прервалась в один день. Такое может быть? Может быть. Но один из этих человек, из этих людей, имел привычку ежедневно исповедовать свои грехи и просить прощения у Господа. Он накануне так поступил. Второй делал это от случая к случаю, но перед смертью этого не сделал. Третий человек верит так же, как и первый, Господа Иисуса Христа. Как первый и второй, Господа Иисуса. Что Он Спаситель, но никогда не исповедовал свои грехи, совершенные после покаяния. Так как он полагал, так как и многие полагают сейчас, к сожалению, что все грехи прощены, и этого достаточно. Скажите, все ли 3 попадут в рай? Нет. О, уже разногласия. Давайте посмотрим по порядку. Первый человек. Вопрос, я думаю, у вас не возникает сомнений, да? Все. Второй человек, я напоминаю вам, он умер, не исповедовал последние какие-то свои грехи. А третий человек, он умер, не исповедовал никакие грехи после покаяния, после принятия Иисуса как Господа. Что же это с этими 2 душами? Я не буду вас томить, потому что я слышу уже не тот совсем, не тот ответ. Так как мы спасаемся по вере и благодати, а не от своих дел, то можно сделать вывод, что и эти 2 верующие брата и сестры попадут на небеса к Господу. Если, конечно же, они не настолько завязаны в грехах, что сами отрекутся от Него. Но в чем тогда будет разница между этими 3 людьми? А разница будет не только на небесах, о чем говорит написана сестричка Награде, но она будет еще здесь, на земле. И давайте я опять-таки приведу вот такой пример для ясности.
Вот первый верующий, да, который мы сказали, ежедневно, который исповедуется, будет ходить с Господом, будет пребывать в Его присутствии, так как ничто этому мешать не будет. Он во свете. Он регулярно будет очищен, омыт кровью Христа, будет быстро духовно расти и пребывать в воле Божьей. То же касается и второго верующего. Но только он не всегда будет ходить во свете, и не всегда периодически будет иметь близость с Господом и правильные взаимоотношения в церкви с братьями и сестрами. А значит, совершенная воля Божья не исполнится в его жизни в полноте. Будут просветы и будут темные моменты в жизни. А третий верующий, вот этот, лишит себя очень много. Лишит себя познания Господа. Лишит себя близких отношений с Ним, с другими братьями и сестрами. Будет много трудностей, слез, проклятий на его жизненном пути. И дай Бог, чтобы он на этом пути все-таки остался, а не повернул вспять. Немного прояснилось? Если еще проще, то это можно описать так. Вот вы, как родитель, приняли решение, что бы ни натворил ваш сын, наследство вы его не лишите. И дом свой вы всегда для него оставите открытым. Вот вы приняли решение и держите свое слово. Представьте, что вот эти три человека – это ваши сыновья. Это ваши. Пошли по порядочку. Первый сын живет с вами в полной идиллии. Взаимоотношения прекрасные. Если сын ошибается, он тоже раскаивается, просит прощения. Вот. Вы прощаете великодушно. И снова живете в мире радости. И сын этот благословлен. Он получает максимально все, что вы только можете ему дать. Все, что имеете. Второй сын. Это периодически удаляется от вас, не сразу осознает свою вину. И когда он не прав, нарушает отцовские требования, он это не всегда осознает. Но когда его жизнь помотает, приходит домой с повинной, он опять-таки просит прощения у вас, отношения между вами останавливаются. И в это время вы опять изливаете на него все, что можете, все свои родительские благословения. Конечно же, прощаете. Ну какой отец или мама не простит детей, которые искренне раскаялись? Третий сын – это живет своей жизнью. То есть он знает, что у него есть отец. И он живет так, как он считает нужным. Не очень-то вникает в требования, которые вы там ему предъявляете. Живет на расстоянии. Вроде бы он не против приблизиться, но что-то постоянно стоит на его пути. Ему-то от вас перепадает меньше всего благословений. А это может послужить поводом, что он начинает ненавидеть, завидовать своим братьям и сестрам. Почему-то им больше, а мне ничего. И в итоге он может так разобидеться и накопить столько грехов, что он может отречься и вообще от вас как отца. Такое возможно? Такое мы в жизни видим. Скажите, теперь всем вам стало все понятно о разновидностях прощения? Вопросы не остались? Это очень важное понятие, ценное. Есть такая пословица: Бог любит Троицу. И мы с вами резюмируем в третий раз. Более библейским языком. Когда неверующий человек грешит, приговор суда вступает в силу. И этот приговор, как мы уже сказали, что? Смерть. Когда человек кается, принимает Господа как Спасителя, суд прекращается. И приговор суда против человека отменяется. Взамен смерти – жизнь вечная. Когда уже уверовавший человек продолжает грешить, а мы все грешим, но осознанно исповедует грех, взывает милости Божьей, кровь Иисуса Христа очищает от греха, и Бог прощает человека, изливает беспрепятственно на него все свои отцовские благословения. И человек восстанавливает отношения и с Отцом, да, Небесным, и с Церковью. Прощение Бога, это уже понятно, да? Я уже так, просто нельзя больше. Я не знаю, как можно еще раз объяснить, чтобы было понятно. Прощение Бога Отца даруется тем, кто осознает свой грех и свою нужду в прощении. Только в этом случае человек может перестать грешить. В противном случае человек не будет от своих греховных поступков отрекаться, потому что он же не осознает, что он грешит. Вот.
Он не будет раскаиваться в содеянном и не будет просить Бога благодати, чтобы впредь не грешить. Еще раз заострю ваше внимание. Бог дарует прощение не на основании каких-либо наших заслуг, но исключительно по своей благодати. Он верен своему завету, своему слову, в котором он обещал прощение кающимся и исповедующему свой грех. Притом, так как он, наш Господь, много милостивый, милосердный и сострадательный, то он прощает, вы знаете, нам все грехи, очищает от всякой неправды. Аллилуйя. Почему еще так важно нам исповедовать грех? Вы знаете, когда человек открывает свое тайное, то, что он скрывал от кого-то, там, то бремя, вот как я сказала, этого тяжесть греха, она быстро разрушается. У греха есть такое еще одно нехорошее свойство – это прятаться. Потому что грех, он не выносит свет. При исповедании, когда человек признает свой грех, Божий свет, он проникает в сердце человека, в вот эти глубины, в темные места, и тьма, какой бы там она кромешной ни была, и сколько там времени она не находилась, на свете она теряет силу. Правильно? Откройте дверь в комнату, где было темно, и что будет? Светло. Ух ты, все. Давайте откроем 1 Иоанна 1,7. 1 Иоанна 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Очищает нас кровь. Как видим, Бог дал нам закон прощения, и он связан с кровью Иисуса Христа. Наша задача с вами – ходить во свете, ходить с Богом, ходить в Его присутствии. Мы обличаем тьму через исповедание грехов и отречение от них. Слава Господу, что плоды тьмы разрушаются светом. И теперь враг, который вошел в нашу жизнь через грех, а мы грехом открываем дверь для него, и принес многие проблемы в нашу жизнь, уже не может применить к нам приговор суда, потому что мы исповедались, и грех кровью Иисуса очищен и прощен. Притча 28:3 звучит так. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. А мы все хотим быть помилованы. Исповедь драгоценная, она подразумевает признание определенных, конкретных грехов, а не признание общей греховности. Ну вот, например, если человек говорит, ложится спать, допустим, в субботу и говорит: «Ой, Господь, я так много согрешал на этой неделе, прости меня». Драгоценная, это не исповедь. Это не исповедь. А вот если человек так говорит: «Господь, я усомнился сегодня в Твоей благости, я роптал, я говорил то-то и то-то, во мне бушевало вот такие-то там страсти, мысли, и то-то. Но Ты-то верный Бог, Ты-то благой, прости меня, я это осознаю». Вот это, друзья, уже похоже на исповедь перед Богом. То есть грех назван по имени. Какое? Недоверие, сомнение, робот, да? Разницу уловили? Надеюсь, что да. Исповедание грехов не может быть ограничено также внутренним самоосознанием. Что это значит? То есть человек, он понимает, что он согрешил, он знает, что он соврал сегодня, прибавил немножко не то, что надо. И он думает: больше встреч так не буду делать. Все, принял решение, делать не буду. Вы знаете, этого недостаточно. Должно быть открытое самоосуждение, прежде всего перед кем? Пред Богом. И когда необходимо, пред исповедником, пред конкретным человеком или церковью. Из тех, кто согласен, что исповедовать грех нужно каждому христианину в своей жизни, как правило, согласны в том, что все наши грехи в первую очередь направлены против Бога. Поэтому всем следует вначале исповедовать свой грех перед Ним. Давид, помните Давид, после того, как он с Версавией согрешил, да еще ее мужа убил, он в Псалме 50, 6 стихе пишет: тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен приговоре твоих, и чист
в суде твоем. Скажите, против кого он согрешил? Да против и того же, кого убил, много чего он согрешил, но он Бога просит прощения. И в этом тоже есть Божья благость к нам, так как исповедовать грех Богу гораздо легче, чем сделать это в присутствии исповедника. Верно? Потому что Бог и так все знает. И исповедание перед человеком подобным себе, если исповедовать грех, да, это требует большего смирения от того, кто исповедуется. Люди же боятся приходить на исповедь, чтобы не выглядеть как, не такими духовными, не такими зрелыми, не такими белыми пушистыми. Вот, глаза исповедника, да? Но знаете, что это все? Это плод гордости. Мы ответственны за свои поступки и действия не только перед Богом, драгоценным, но и перед людьми. И мы не только должны ходить перед Богом в чистоте, но так как мы являемся кем? Чем? Телом, да, церковью, телом Христовым. Вот, мы также должны ходить в чистоте и святости друг перед другом. Мы не грешим обособленно от тела Христа. То есть только против себя. Да, только против себя бывает. Но наш грех, он обычно влияет и на других в теле. А так как в Библии не даны прямые указания и не описана четкая, строгая система проведения исповеди, то в основном, или вы нашли такое? Как можно это делать? Нет. То в основных христианских конфессиях, таких как православие, католики и протестантизме, существуют разные ритуалы и обряды исповеди. Немного остановимся на сходстве и различиях, которые есть между этими христианскими конфессиями. Опять-таки, не с целью кого-то осудить или возвысить себя, Боже сохрани, а чтобы мы просто могли грамотно ответить на эти вопросы. Потому что вот православные, например, мне несколько человек задавали такие вопросы. Для католиков и православных исповедь признается как таинство. Это одно из 7 таинств церкви, и притом таинство, которое установлено самим Господом Христом. С этим не все согласны нашей деноминации, имею в виду протестантизме. Для некоторых евангельских христиан это лишь важная часть подготовки перед причастием, и не более того. То есть сущность исповеди как бы искажена, я считаю, потому что я придерживаюсь своего мнения, что все-таки это таинство. Все перечисленные христианские конфессии соглашаются, что исповедь необходима для того, чтобы были прощены грехи. Но в православии и католицизме исповедь перед духовным служителем применяется для освобождения от грехов, совершенных человеком только после водного крещения. Они вот так они считают. Мы-то не видели, евангельские христиане, такого разграничения до или после водного крещения не существует у нас. Как католики, так и православные основывают свои представления об исповеди на основании одних и тех же отрывков из Библии. И их толкования данных мест имеют сходство. Вот эти 4 отрывка. Я сейчас перечислила. Матфея 16:19, 18:18, Иоанна 20:23, Иакова 5:16. В отношении которых возникли больше всего противоречивых таких мнений, толкований. Конечно, несогласие идет с нашей стороны, евангельских христиан. Зачитаем по порядочку. Матфея 16:19. Вы его знаете вместе. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И сразу же Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Толкование двух конфессий этих мест Писания такое. Христос дал власть и право принимать исповедь и прощать или оставлять грехи вначале апостолам, а потом через них дал такую же власть только рукоположенным священникам. Взгляд евангельских христиан говорит, что о ключах царства, а также о власти связок и развязок Иисус эти слова отнес не только к апостолу Петру, но и кому? К нам, церкви, которая несет благую весть. Иисус акцентировал свое внимание не на личности Петра, но на церкви.
которой Он есть глава. Ну, с этим местом немножко проще. Иоанна 20:23. Очень интересное место. Евангелие от Иоанна 20:23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останется. Прежде чем прокомментировать это местописание, спрошу у вас, драгоценное для лучшего запоминания, чтобы вы запомнили лучше. Как вы считаете, кто имеет право прощать грехи? Перечислите мне. Так. Есть другие мнения? Договорите, потому что скажете неправильно, потом запомните на всю жизнь. Не бойтесь. А? Что говорили вначале? Как вы считаете, кто имеет право прощать грехи? Что ответили? Ответили Бог. Я могу простить грехи своему сыну. Родители, детям. Так, не о том немножко. Давайте. Я перечитала много толкований этого местописания. Очень много. И какой же основной вывод? Этот стих, так же, как и стихи, которые прочитали перед этим Матфея, не дает христианам власть прощать грехи. Ни один человек не может прощать грехи другим. Послушайте до конца и поймете. Об этом ясно сказано в Писании. Бог один может простить грехи. Католики, православные, так же, как и евангельские христиане, согласны в этом вопросе. Тут едино, мнение едино. Давайте откроем Марка 2:7. Помните, фарисеи даже Иисуса упрекали в этом. Что Он там богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Если бы человек мог прощать грехи другого, то все бы матери простили своих детей, что бы те ни натворили и какие бы беззакония не погрязли. Но церковь в общем и любой верующий в частности имеет великую привилегию. Какую? Передавать людям Божью весть прощения, дарованным человеку Христом. Услышьте это. Не отпускать грех, не простить грех, а передать Божью весть прощения. То есть передать то, что Бог обещает в Своем Слове. И это возможно только благодаря совершенному Иисусом на кресте. И только в том случае, если грешник искренне кается и верует в Евангелие. Тем же, кто не откликнулся на весть Божьего спасения через веру в Иисуса Христа, церковь и также мы с вами, имея с уверенностью можем сказать, что в результате этого грехи не прощены. Я надеюсь, что большинство из вас поняли правильно, что здесь не идет речь о том, что мы не можем прощать других людей, сделавших нам что-то лично. Мы как раз можем и должны, обязаны прощать. До 490 раз в день можно прощать. И больше, если у вас сил хватит. Мы же здесь говорим, но мы не можем простить грехи, связанные с даром вечной жизни. А об этом говорится в Писании, о тех местах, которые я вам зачитала. Мы не можем дать судебное прощение. Вы поняли теперь? Запутались? Нет? Запутались? Кто-то запутался, кто-то нет. Я думаю, вы переслушаете, если это. Мы обязаны прощать друг друга, кто нам что-то сделал. Это наше прощение на этом уровне. Мы обязаны от этого освободиться, потому что не прощать, обижаться и так далее. Это огромнейший грех. Но мы же говорим в этих местах Писания, которые мы зачитали, основополагающие, Матфея, Иоанна 20:23, Матфея 16, речь идет о другом прощении. Речь идет о прощении, которое я сказала, судебное, или прощение, связанное с даром вечной жизни, о спасении. Как в католицизме, так и в православии священник налагает определенная эпитимия, вот так вот правильно сказать, на исповедующего. То есть это что такое? Пассивное возмещение ущерба, причиненного другим людям, а также исполнение наложенного условного наказания. Это может быть молитва или какое-то доброе дело милосердия. Вот. Такое у нас есть? Ну, у нас такое
ну-ка скажи нет. Вот. Несмотря на то, что и католики, и православные утверждают, что священник занимает роль свидетеля во время исповеди, все же на практике исповедоваться прихожане имеют право только перед рукоположенным священником, который, выслужил исповедь, имеет право и власть от Христа отпускать грехи тем, кто исконикается в них, и оставлять те грехи, которые кающиеся не исповедуют. Опять-таки, речь не о прощении от своего имени, а о передаче Божьей вещи прощения, если это вообще грехи. Что Бог верит, мы говорим, Он праведен, и Он простит и исполнит то, что написано в Слове Божьем. По мнению православных и католиков, исповедь не перед официальным священником не является действительной. Вот здесь самое большое различие между нами, евангельскими христианами, и этими двумя христианскими конфессиями. А различие вот в чем. По убеждению большинства протестантов, исповедь может проходить не обязательно перед рукоположенным священником, то есть епископом, пресвитером, но и перед обычным братом на кресте, который может выслушать и стать свидетелем исповедания. И место Писания, которое вы мне можете сейчас подсказать для этого, Иакова 5, дружно, 16. Признавайтесь друг перед другом. Это слово «экзамолоджио». Исповедуйтесь. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Католики и православные, они объясняют это место Писания так, что речь здесь идет об исповедании только перед апостолом, то есть перед рукоположенным служителем. Потому что, действительно, в 14-15 стихе, если вы знаете, Иаков действительно там говорит, что грехи отпускаются больным, над которым помолится кто? Пресвитер. Но знаете, в 16 стихе здесь четко написано, что мы должны непрестанно исповедоваться в проступках друг перед другом. Написано так. Но если речь идет, как считают католики и православные, об исповедании только перед рукоположенным служителем, то в таком случае этот служитель должен также исповедовать свои грехи перед всеми, кто придет к нему на исповедь. Здесь же написано: признавайтесь друг перед другом. Но если, скажите, вот этот рукоположенный священник будет исповедовать свои грехи перед всеми, я уже не говорю о том, что для него это может быть такое тяжкое испытание, он не выстоит. Вот. Но и вера у прихожан может пошатнуться. Ведь обычно, как христиане, они ожидают, что священнослужитель, извините, он должен жить святой жизнью, и к нему точно требования предъявляют гораздо выше, чем к себе. Ну, он обязан. И он по статусу положено. Вот. А если что-то не так, тогда, извините, приткнуться очень легко. В каких случаях можно применить вот эту рекомендацию Иакова 5:16? Если люди причиняют друг другу вред какой-то, виноваты перед кем-то, то мы должны исповедовать свои неправильные действия, против кого они совершены. Если люди, допустим, искушают друг друга на грех, какому-то греху, или участвуют в одном и том же скверном деле, то они должны друг друга обличить, побудить к покаянию, исповедаться и помолиться друг за друга. Исповедать свои проступки надо только в той мере, то есть в которой необходимо, чтобы помириться с тем человеком, который ты в ссоре, допустим, а не рассказать ему обо всех недостатках. Допустим, ты разнес какую-то сплетню, осознал, решил покаяться из человека, и потом начинаешь: а знаешь, а я еще и дом занимаюсь, а я там еще бывает вот это делаю, а я вот, слушайте, вот это не надо, вы свою часть только вот это скажите, вот, и этого достаточно, чтобы вы примирились с этим человеком, помолились. Иногда также бывает полезно, чтобы свои ошибки, свои слабости, недостатки мы исповедовали друг перед другом, если между нами есть вот эти вот дружеские, да? Бывает же друг другу, да? Когда дружба какая-то есть, взаимопонимание. Мы в таком случае можем помочь друг другу своей молитвой, получить прощение, а главное еще получить силу в борьбе с этим грехом. То есть такой принцип.
Исповедующие друг другу свои проступки должны и молиться друг за друга. И тогда молитва правильная, как говорит Иаков здесь же, она много может, то есть она весьма сильна, то есть дословно. Когда мы исповедуемся, высвобождается энергия, сила молитвы правильно, которая имеет действительно вот эту силу. Кто же, драгоценное, может быть исповедником? Рукоположенный служитель, лидер церкви, любой зрелый христианин, способный по благодати Божьей участвовать в этом деле. И здесь не обязательно быть в пятигранном служении. Совершенно не обязательно. Итак, хочу, чтобы мы повторили позицию евангельских христиан. Только Бог прощает и отпускает грехи. Исповедь греха всегда следует проводить в первую очередь перед Богом. Но если грех был совершен против личности или против церкви, тогда исповедь должна быть не только перед Богом, но и перед теми, кто пострадал вследствие этого греха. Исповедник, будь то он рукоположенный священнослужитель или простой, как вот мы с вами, брат во Христе, является лишь свидетелем исповеди. Так как в его присутствии исповедуются грехи и проступки. Он разделяет процесс исповеди просто и содействует этому таинству. Он не является посредником между Богом и человеком. Кто у нас посредник? Один посредник? Иисус Христос. Исповедовать свои грехи надо регулярно и делать это прежде всего для прощения грехов, чтобы иметь общение с Богом и верующим во Христе. Если, еще такой вопрос бывает, если исповедник не имеет власти прощать грехи, задам еще вопрос, а зачем тогда вообще исповедовать грехи? Ну, мы кое-что уже сказали, но тут еще есть свои моменты. Мы раскаиваемся за грех и изливаем свой грех Господу лично в любое время. 24 часа, 7 дней в неделю, пожалуйста. Но после того, как Дух Святой, мы же общаемся с Духом Святым, Он нам говорит, и мы чувствуем необходимость, тогда идем к исповеднику. То есть не за всякий грех надо исповедоваться перед исповедником. Иначе не хватит у исповедников, не хватит, и вас не хватит. Не бегите совсем каждый день, вот мне надо исповедоваться. Зачем? То есть грехи, которые все еще держат вас в заложниках, в цепях. Это так называемые припинающие грехи, это повторяющиеся грехи. Вы чувствуете, что они тянут вас в какую бездну, а сами вы справиться не можете. Вроде уже Господу сказали, и вы знаете, что Он вас уже давно простил, а вот что-то держит. Вот это тогда нужно идти уже к кому-то и к исповеднику и вывести на свет, получить эту силу для разрешения вот этого греха. Вот. Во многих христианских конфессиях принято обязательно исповедоваться священнослужителю перед водным крещением, перед бракосочетанием, при молитве за освобождение. И требования к исповеднику очень серьезные. И без благодати Божьей быть исповедником, я вам скажу точно, невозможно. Основная трудность, это я свое мнение говорю, это удержать тайну исповеди. Что бы ты ни услышал, человек может признаться в таких делах, что его надо просто на месте растереть порошок. А вам надо все это принять и промолчать. Но те, кого побуждает Господь, в этом двигаться надо не прятаться, а учиться и возрастать. Что, собственно, должен делать исповедник? Представить себя, свое ухо, свое любящее сердце, чтобы выслушать исповедь и сделать это правильно. Не подталкивать исповедателя, не побуждать, не принуждать его исповедоваться, иначе эта исповедь будет формальная и неискренняя. Не перебивать, не торопить человека, не вытягивать детали из исповеди, не укорять ни тоном, ни жестами, не обличая, то есть не делать круглые глаза, ни жестами не обличать, не осуждать, даже мысленно не критиковать человека. Не говорить, что у меня такое было, ты не один. Не проповедовать ему тут же по Писанию, то есть не учить человека. Это не дело исповедника во время исповеди.
Это дело наставника. После исповеди через слово нужно утвердить исповедующегося брата или сестру на основании места Писания. Какого? 1 Иоанна. Ну, говорите, 1:9. 1:9. Если исповедуем грехи наши, вы совсем замолчали, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Вот, вы его укрепите, просто несете, это Божья весть. Да, нам, драгоценные, просто нужно довериться водительству Духа Святого во время исповеди. Как видите, шаблонов никаких нет. Это пища для того, чтобы вы поразмышляли над этой непростой темой. Благословение всем вам. Драгоценные, я хочу сделать тоже объявление. Мы сегодня все в объявлениях. 25 числа, это будет суббота, у нас будет водное крещение. У нас записано 8 человек. Аплодисменты. Я создам группу из этих 8 человек, напишу все, что нужно, когда мы собираемся, для того, чтобы мы с вами подготовились к этому очень важному шагу в нашей жизни. Поэтому я всех включу в группу, и мы все пообщаемся. На неделе соберемся. Все. Да, спасибо большое. Я вспомнил, что я хотел сказать. Про водное крещение. Ушел с таким чувством, думаю, что я забыл. Итак, в следующее воскресенье, в субботу мы сообщим время, но я думаю, что это будет в районе 11-13:00, чтобы было уже тепло. То есть у нас будет водное крещение в реке, в воде, под открытым небом. Да, еще раз, кто хочет принять водное крещение, то есть вы приняли Иисуса как Господа, Спасителя, пришли, молились с вами, но мы вас не крестили еще. Вам нужно подойти к Любовь Николаевне, сказать об этом, и мы вас крестим. И также мы сейчас еще прославим Господа, но перед этим я хочу спросить, если у нас есть люди здесь в зале, вы ни разу не молились молитвой покаяния, вы не принимали Христа как своего Господа и Спасителя. Если есть, я могу с вами помолиться. Все начинается с молитвы. Сначала молитва — это разговор с Богом вообще. То есть просить о прощении. Если есть такие люди, да. Так как хочется пошутить про немецкий порядок. Я спущусь сейчас сюда. Тогда сейчас 5 минут. Ребята, еще можно попросить пока кафедру убрать кто-нибудь? Братья, вот там вот, да. Уберите, пожалуйста, кафедру. Вы дайте нам минуту, хорошо? Я сейчас просто объясню, что у нас, почему. Потом мы вместе помолимся и прославим Господа. Ребят, давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся вместе с... Хорошо? И мы прославим Господа. Давайте мы глаза закроем, чтобы никого не смущать. Повторите.
Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, прости мне все мои грехи. С этого момента очисти меня. Стань моим Богом и моим Отцом. Я признаю, что Иисус Христос Твой Сын, что Он умер и воскрес на третий день. Отец, очисти меня. Будь со мной и веди меня дальше по жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Я не знаю, вы что-то почувствовали, не почувствовали, но слава Богу. Не у каждого такое есть. Все мы переживаем по-разному, но в духовном мире, на небесах что-то произошло. Знаете, вот воссоединение произошло вот вашего внутреннего человека, вашего духа с Духом Божьим. И мы поздравляем вас, мы вас тоже любим. Я надеюсь. Не поменяйте. Давайте мы, может быть, за вас помолимся. Хорошо, давайте мы помолимся за сестру. Да, за сестру. Но я хочу, что, знаете, я не знаю, вы помните, как вот я помню себя, когда я покаялся, вот первые дни, первые недели, даже месяцы, знаете, какое-то особенное состояние. Есть особенная благодать для Бога в этом. Я верю, что... Давайте мы помолимся, хорошо? Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, благослови нашу сестру, как мы ее сейчас благословляем. Господь, в эти первые дни хождения с Тобой, я прошу Тебя, Господь, пусть она переживает особенную благодать, пусть она переживает Твою любовь, она познает ее, она научится слышать голос Твой, Господь. Пусть чудеса будут в ее жизни. Господь, будь с ней. Пусть проблемы решаются в ее жизни. Я прямо сейчас провозглашаю, вот есть какие-то, прямо застарелые, уже давно рукой махнуло. Может быть, это в отношениях с людьми, Господь, которые давно испорчены. Я прямо сейчас провозглашаю восстановление отношений. Люди будут смотреть на нее и удивляться, потому что они будут видеть разницу. Потому что Ты уже живешь внутри нее. Господи, благослови ее. Да будет так. Аминь. Давайте мы прославим Господа.
Хорошо? Торопитесь. Я думаю, что он достоин. Да? Мы к тебе воззовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе воззовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем.
Больше ничего у нас не будет среди недели в связи с тем, что у нас будет и стройка, то есть молитвенного тоже. Вот. Но в следующее воскресенье мы ожидаем много гостей, которые уже приедут на молодежный выезд. Поэтому добро пожаловать. С миром Божьим. Можно на первый этаж. И чай, кто домой. Господь благословит вас. До свидания. С Богом.